Игра и гармонь, танцы, огонь. В медицинской новостройке деревни Мельничная собрались чуть ли не все местные жители, и каждый со своей самодеятельностью. Как говорят, как тут не петь, когда от старого ФАПа просто волком были. Здание ветхое, водопровода нет, а иногда за нужной помощью отворот-поворот и в райцентр. Для нашей маленькой деревни это, конечно, очень большое событие. Условий не было, воды не было. Там прокладно было. И воды таскать тоже не так. Новорожденным надо было все равно теплее. Сначала здесь проверялись, потом Цепинский, потом Балтийский районный. Был старый, он уже не отвечал современным требованиям. Сухожировой шкаф, благодаря им инструменты никуда возить не надо, тут стерилизовать можно. Теперь условия «мама, не горюй, а только радуйся», говорит заведующий ФАПа. Новый медпункт больше, всей аппаратуры в достатке, появилось и многое доселе здесь невиданное. И главное, в кранах горячая вода. Там процедурный отдельно не было. Там это санкомната не было. Тут все у себя очень хорошо. Этот ФАП будет принимать жителей деревни Мельничная и соседней округи. Всего около 300 человек. Медучреждение построили по республиканской программе. Это, можно однозначно сказать, не только такого татарстанского российского уровня, но и международного. Все требования, которые выдвигаются со стороны здравоохранения мира, здесь присутствуют. Все, что нужно. Сейчас в Балтасинском районе 500 новых ФАПов. Как отмечают для лечения жителей глубинки, это большое подспорье. Все они на сегодняшний день работают, обслуживают население. И у нас проблем в этой области нету. Строить ФАПы и другие социальные объекты в районе и республике будут и в будущем. Ежегодно для селян открываются сотни учреждений. Комфорт для деревни – это один из принципов Татарстана. Дмитрий Айрин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Балтасинский район.